актовом зале школы номер 55 состоялся концерт за окрещенную неделю защитника Отечества. Выступали различные коллективы из старших классов, а также младших классов. Исполнялись различные патриотические песни. Выступали на концерте также и ветераны учительского труда. Например, учитель английского языка Ольга Серафимовна. Также в концерте участвовали коллективы 10 и 11 классов. Сегодня также прошло заседание классного совета 7 класса, последнее заседание за всю свою историю. Депутаты приняли на нем указ старосты номер 6 о поэтапной законодательной реформе, где указано, что вся законодательная власть, которая была у классного совета, передается съезду классных представителей. Депутаты одобрили этот указ, и теперь в понедельник состоится первый съезд. На нем депутатам, представителям уже, так называемым, предстоит назначить своих членов в президиум и принять некоторые законопроекты. А сейчас у нас репортаж из Белорусского села. Совместный проект Ашки ТВ и газеты Вестник Ашек. Репортаж с белорусской деревни. Расскажу вам коротко об этой деревне. Это деревня Николаевка-1. Она находится в 3 километрах от Могилева. Деревня примечательна тем, что там есть сельская школа, магазин, и туда ходит автобус номер 31. Но ходит он раз в 3 часа. Очень редко. Также там установлена стелла Ордена Трудового Знамени. Села давно. Прости меня, дедушка, что ничего не знала я раньше о той простой фотографии, что у тебя висит на стене за стеклом. Каким представляется мужество и как? Такой вопрос владел когда-то мной. Надземное оно или земное, что необычного в его чертах. Я сущность мужества разумел. Где мужество, там подлинное слово, и нет на ветер выброшенных слов. На сцену приглашается ветеран педагогического труда, учитель английского языка Делаева Ольга Серафимовна. Дорогие ребята и товарищи взрослые, я очень рада, что меня пригласили сегодня принять участие в закрытии недели мужества, поскольку праздник День защитника Отечества для меня очень дорог. Я свою жизнь, большую часть, провела, можно сказать, в армии, будучи женой офицера. Вот. И большая часть жизни военного у нас проходила на Псковщине. А вы знаете, что Псков является родиной этого праздника, поскольку первые бои Красной Армии под Псковом и Нарвой и послужили началом для этого праздника. Он имел разные названия. До 46-го назывался Днем Красной Армии, 46-го Советской Армии. Ну, а сейчас, вы знаете, это праздник Дня Защитника Отечества. Вот, пару слов хотела вам сказать. Когда вы будете ехать в Санкт-Петербург, надеюсь, поскольку первые бои Красной Армии вы увидите этот праздник и послужили началом для этого праздника. Он имел разные названия. До 46-го назывался Днем Красной Армии, а по бокам были рельефы, отражающие вот эти бои, где победу одержала Красная Армия. В Пскове много памятников, и один из последних – это памятник псковским десантникам. Это огромный парашют, под куполом которого 86 подписей ребят, которые погибли в Аргуновском ущелье. Они столкнулись там с маджахетами,
они значит, было в 27 раз больше, чем рота. Все ли ребята знают, сколько человек в роте? Я не знаю. Ну, пожалуйста. Ну, кто знает, сколько человек? Сколько человек в роте? Не знаю. 90 человек. Так вот, из 90 погибло 86, только 4 остались живых. Они не ушли, выполнили до конца свой боевой долг. Представьте, в наше время вызвать огонь на себя, когда им не было оказано помощи. Ну, объяснили, что якобы метеоусловия были неподходящие, да. Вот. И когда уже ясно было, что помощи ждать неоткуда, командир, комбат Марк Евтюхин принял решение вызвать огонь на себя. Погибли эти ребята и погибли маджахеды. И вот в память о них сооружен этот памятник прямо около полка, где они служили. Это Псковский парашютно-десантный парашютно-десантный полк имени Черниговской Дедушка, что ничего. И город Псков получил свое звание. Самое важное, пожалуй, да, это звание города-героя. Не знала Мне я очень печально раньше говорить об этом подвиге, поскольку среди тех, кто погиб, были и мои ученики. Жизнь заставила написать стихотворение. Когда мы отмечали годовщину гибели этих ребят, всем было предложено что-то найти, какие-то стихи о войне. Но как-то ничего не нашлось, и я решила написать стихи сама. Это стихотворение сама. Оно посвящено тем, кто погиб не только в Чечне, но и в Афганистане. Вот. Тем, кто выполнил до конца свой героический подвиг, кто выполнил до конца свой воинский долг, и кто прошел школу войны. Назвала я его, это стихотворение, «Мои ученики». Итак, вашего внимания предлагается. Написала его еще в 2001 году. Опять тревожно стало мне, мой бывший ученик в Чечне. Как будто все это во сне. Храни, Господь, их на войне. А в памяти другой солдат, что не пришел с войны назад. Он на глазах моих взрослел, порой учиться не хотел. Когда совсем уж взрослым стал, отправлен был в Афганистан. Потом был тот последний бой, что не вернул его домой. С тех пор уж для меня Афган — ничто иное, как тюльпан. И вот опять душа больна. Когда ж закончится война? Когда мои ученики не будут гибнуть от руки наемных палачей, рвачей? Поменьше надо на речей, а покарать их, сволочей. И это сделает солдат. Он постоит за тех ребят, что не вернутся никогда, а будут в памяти всегда. Все может родная земля накормить теплым вкусным хлебом, напоить родниковой водой, удивить своей красотой и только защитить сама себя не может. Поэтому защита своей Родины — святой долг тех, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее просторами. На сцену приглашается 11 А класс. Подарок для вас — белорусский народный танец.
Родина, что это значит? Это цветы, что растут в нашем крае. Это река, что в горах наши скачет. Это заря, что горит не сгорая. Для вас звучит песня в исполнении учащейся 3-го класса Миничек Дианы. Кто? Минич Диана. Диана твоя сестра. Что-то в мире случилось такое. Сердце стало у всех ледяное. О любви и мечте забываем, и все чаще близких теряем. Зайти в слепую и близкую нам. Мы не слышим и скоро друг с другом. Но помни себя, тяни руку. Ведь не важно, какого ты цвета, на каком ты конце планеты. Ведь для нас, для всех, земля одна. Дети всей земли, если ваши сны мир наш изменить смогли, жили, чтоб не врозь, небо, чтоб без слез, в мире без войны, предательства и вины, мы все изменить должны. Если будем мы светлое верить, станет мир немножко добрее. Мы не будем жалеть за слезами, будет дома папы и мамы, и все дети счастливее станут чуть-чуть. Люди всей земли, будьте же детьми, чтоб мир изменить смогли. Жили, чтоб не врозь, небо, чтоб без слез, в мире без войны, предательства и вины, мы все изменить должны. Люди всей земли, будьте же детьми, чтоб мир изменить смогли. Жили, чтоб не врозь, небо, чтоб без слез, в мире без войны. People on the earth, keep your souls enclosed, change the way they beg in peace. Hide away your fears, like without tears, living lost in peace. Без страха и без вины мы все изменить должны. Этот мир без войны. А это Антон, пожалуйста, скажите. На протяжении многих веков не раз приходилось людям отстаивать свободу своей родины. Народ помнит своих легендарных героев-защитников. Для вас звучит песня «Я к тебе, Беларусь». Я Беларусь. Я что?
хочу, как усе люди чули у свете Бога просят обчим белорусские дети. Ни войны, ни беды не было, как николи. Только веры молю, дай нам веры поболее. Ни войны, ни беды, ни... Нормально, другая песня. Дай нам веры поболее. Я поставила Вазовский. Да. Вазовский более звучит. Они третий. Как рассказать о мужестве твоем, солдат? Как рассказать о тысячах миллионах подвигов, которые совершили истинные сыновья и дочери своей Родины? С поздравлением на сцену выйдет 10 А-класс. Какой класс? 10 А. Берешь? Беларусь практически нет семей, в которых кто-либо не сражался на фронте. Нет семей, которые не потеряли в годы Великой Отечественной войны родного человека. Для вас звучит песня Василькова «Небо». Криничка бежит лесом и полем, ты новогодний, это мой дом.
Ён пакліча мяне, прылячу на крыле, песню спяю па вясне. Васильковае неба, плыть журавлиная, васильковыя дали, за небо край, васильковая казка, кветки любимые, васильки, васильки, родный край, где как по не нашла песню и долю, счастье и волю, это мой дом, где от веку мое Бога самого родное слово, это мой дом. Ён пакліча мяне, прилячу на крыле, песню спяю по весне. Васильковое небо, плыть журавлиная, васильковые дали, за небо край, васильковая казка, кветки любимые, васильки, васильки, родный край. Ён пакліча мяне, прилячу на крыле, песню спяю по весне. Васильковое небо, плыть журавлиная, васильковые дали, за небо край, васильковая казка, кветки любимые, васильки, васильки, родный край, васильковое небо, васильковая казка, васильковые дали, кветки любимые, васильки, васильки, родный край, васильки, васильки, родный край. Третий раз. Васильки, родный край. Пусть будет светлой память всех погибших защитников Родины, защитников матерей и жен, сестер и подруг, стариков и детей. Наши сердца, герои-солдаты, навсегда останутся живыми. Мир на земле – это доброе утро, счастливый день, спокойная ночь. На краешке земли садится солнце. В воде отразился теплый разлив последнего луча. В золотистом небе кричат журавли. Для вас звучит песня «Кукушка». Вот и уберись. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе нет жителей на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Ты, солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня.
дорогое Отечество, разрешите мне произнести еще одно пожелание, последнее и самое главное. Пусть небо над вашей головой всегда будет мирным. Для вас прозвучит последняя песня «Пока мы молоды». Кать, ну ты еще два. Видишь, она покраснела. Видишь? Выступает Виктория Михайлова. Снимать не надо. Надо. Все, давай. Я уже в Мы будем идти лишь смеяться, о-о-о. С улыбкой альбомы детства листая, какими были и какими стали, о-о-о. Все быстрее оно наступало, наше завтра начнется с утра, а сегодня нам кажется мало того, о чем лишь мечтали вчера. О-о-о, о-о-о. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной, но ты успеешь все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильным. И жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Когда нам будет серьезно за 30, бояться будем в кого-то влюбиться, о-о-о. Размеренный шаг, взрослой жизни, достигнуты цели в порядке мыслей, о-о-о. И пусть все так же катится, сменяют лето зимы, и пусть мелькают пятницы, пока мы молоды, пока мы любимы. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной, но ты успеешь все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. А ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильным. Жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной, но ты успеешь все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. А ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильным. Жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. А жизнь не кончится, она у нас будет длинной, но ты успеешь все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильным. Жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Ну, ты вообще охренела, не поклонилась и ушла. Никита, Да, классно. И читай еще про Глеба. Хочется пукнуть, а пукнуть нельзя. Услышат фашисты, погибнут друзья. Ежик бежит и хохочет, ежику травка пипиську щекочет. Кончилась травка, гравий пошел, ежик домой без пиписьки пришел. Наша мама громко плачет, что в квартире все свинячат. Тише, мамочки, не плачь, у других такой же срач. А теперь одни для тебя загадка. Волосатая головка, на щеку заходит ловко. Заткнись. Зубная щетка. которая была самая смешная. Что не слышу? Я водой их поливаю, одеялом накрываю. Побыстрее вырастите, мои маленькие кити. А ты про пони слышала? Про пони? И морковку. И морковку слышала. Морковочки. Ну как? А почему про Глеба не прочитаешь? Когда путь про Глеба? А он где-то про Глеба в конфуз, у меня где-то вон. Сейчас я достану. Рассказывай, нам интересно. Надержи его, короче. Давай быстрее держи. А я сейчас буду доставать. У меня тут столько... Здравствуйте, привет, Алиса. Ох ты. Тут найти сейчас. Надо будет тяжело тогда пойти. Короче, тут точно не будет, это я знаю. Это тоже что-то пустой листик. Ой. Так, это тоже чистый листик.
А вот это вот, а вот это вот. Да, вот. Ура! Аплодисменты. Ты что не хлопаешь? Подождите, когда? Про Глеба самое, наверное. Там еще какой-то стишок где-то должен лежать. Ну, это будет не смешно, это просто история такая будет. Вот, Глеб. Где наш Глебушка? Так, ну читай. Нам интересно. Ну вот, у него тоже целая страница. Ночь. Это не то. Это было уже. А пока. Короче. Иди на перископе сейчас смотри. Это не вылаживайте в интернет. Не будь. Короче, это просто про Глеба история. Ты рассказывай. Глеб идет однажды в школу по утру. И тут у него случается в штанах конфуз. И тут он бедненький, не знает, куда ему бежать. И тут он видит бомжа, курящего на мусорке с отпущенными штанами. Он говорит ему: уступите, дай мне покакать. Мне. Глеб сел, спустил штаны, и тут вот началось. И жидкий поносик у него. Прохожие подали ему бумажку. Но он отказался, потому что он был очень горд. Он говорит: я сам вытеру своей рукой, своей ногой, своеюшкой головой. И встал он с унитаза, который находится на улице. И вытер он рукой своей. Обтер он об штаны свои. Довольно в школу. Пошел. Конец Глебова конфуза. Хлоп. Это просто история. Хлопаем. Ну, вот Глеб, он такой человек, ну как сказать, я приведу пример, как, знаешь, он один раз хватает, как презерватив. Вот. Он бобер? Да. Он бобер. Вот он вообще такой тупой. Всех он... Что? Брови. Опа, есть. Но следующее выступление... Какие брови? У меня есть брови. Я просто... Я не брови. Следующий вот я про Глеба, вот хотите, вот Глеб, он такой вот человек, вот я не знаю, как его назвать, но то, что он присвоил свое, как это, что он присвоил? Средства массовой информации? Средства массовой информации. Ух ты. Ашки, он не имеет права. Я тебе, Глеб, если ты еще раз заберешь наше какое-нибудь право, вот средства массовой информации, я тебе вот так вот сделаю, понял? В мире Инвалид. много групп. Захерел уже, это наши. Саня! Эти ашки, это наши ашки, ясно? Про маму? А ты не в наших ашках. Про Алиса? Это наши ашки, ясно? А ты не наша ашка. Ашка. Сколько она смотрит? 3. Очень.